не было, и вот он делал это там. И так как они ему предложили публиковать свои находки в гербариях своего, то есть в бюллетенях своего гербария, то самые красивые виды растений, псифелюс или василек барбея, он назвал в честь барбея, найденный в Афоне, впервые в Новом Афоне у нас, в Псырске тогда, или крокус отрана, найденный в горах у нас на известняковых хребтах, он назвал в честь смотрителя этого гербария Женевского. Вот нужно отметить, что Альба был очень благородным человеком. Он с душой, с теплом отзывался о тех людях, которые ему помогали в тех или иных его начинаниях, или даже просто поддерживали морально. Неизведанные земли бесконечно привлекали ученого. Жизнь его проходила в одиночестве и скитаниях, и новая таинственная земля напоминала ему Колхиду. В далекой Ла-Плате он написал свои работы о флоре Абхазии. Он много и упорно писал. Это подорвало его здоровье. Теперь необходимо было отдохнуть, но отдых путешественника в путешествии. Альбов поехал в Уругвай. Здесь силы отказали ему. В 31 год прекратилась жизнь неутомимого труженика, в котором билось сердце мечтателя, свято преданного науке. И вечные снега Кавказа помнят самого смелого путешественника. Именно здесь он нашел редчайший колокольчик, являющийся остатком растительности предшествующей геологической эпохи, и окрестил цветок царицей абхазской флоры. Именем Альбова названы многие растения. Его имя носят карстовая пещера на известняковом массиве Квира и озеро на горе Ацетук. Альбов не пришел в Абхазию, чтобы завоевывать или покорить ее. Он бесконечно сильно любил нашу страну, и она тем же ответила ему, чтя до сих пор его имя, вспоминая с нежностью и благодарностью. Дорогие зрители, на этом наш рассказ об Альбове заканчиваем. И наш следующий рассказ будет о селе Псхо, его истории, его современности. Мы прощаемся с вами. До свидания. Здравствуйте, дорогие телезрители! В детстве мне говорили, что мои предки – выходцы из Псхо, и не только мои. В воображении Псхо представлялось необычным и загадочным. А письменные источники XIX века отмечали, что за труднодоступными, хорошо охраняемыми перевалами живет воинственное и никому не подвластное племя. То племя было абхазское. Сегодня же, спустя больше века, жизнь в самом высокогорном селе Абхазии,
Псхо немного иная, а судьба того племени оказалась под знаком необратимости. Дорога на Псхо напоминает мечту. Это полет. На вертолете от Дранского аэропорта до Псхо 20 минут полета. И мы летим над устьем реки Бзыб. Между главным Кавказским и Бзыбским хребтами скрыта глубокая котловина Псхо. Со всех сторон ее окружают горные хребты. На высоте 2000 метров зеленеют их скалистые гребни. Среди девственных лесов видна только серебристая нить реки Бзыб, и только она прорвалась через эти хребты. А вот и котловина, сплошь поросшая густыми лесами. Среди них видны домики жителей села Псхо. Вот она какая страна Псхо. И эту очень красивую поляну местные жители называют аэропортом Псхо. С прилетом вертолета сюда стекаются жители всего села. Тут же продают продукты, какими богата Псхо. Мед, сыр, орех или же встречают своих. Сегодня на Псхо живут в основном русские. По словам главы администрации Василия Кацба, здесь проживает примерно человек 300 и мало молодежи. Уезжают, учатся и устраивают свою жизнь где-то далеко за пределами Абхазии. Остаются люди пожилого возраста. Как и в далекие времена, на Псхо выращивают кукурузу, пасут скот, занимаются пчеловодством, огородничеством, собирают целебные травы и ягоды. И все они отличные охотники, и охота для них занятие для души, как и для всякого горца. Люди приветливые и все верующие, скажем, почти все. А селение необычное, кругом лес и до вершин лесистых гор рукой подать. Вдруг перед тобой вырастает, как из-под земли, чистый выбеленный дом с огородом, а у ворот тебя встречают приветливые и гостеприимные хозяева. Псхо делится на хуторы с загадочными названиями. Их 7. Хутор Решава, Серебряный, Верхняя Бетага, Нижняя Бетага, Вигза, Агурипста, Санчара и Центр. В центре проходит главная улица. Здесь же школа, больница и уже не действующие почта, магазин и пекарня. Тут же правление колхоза. Глава администрации Василий Кацба, участник Отечественной войны в Абхазии, был несколько раз ранен и прошел всю войну. Сегодня он занимается проблемами села. Нас сделали границы заповедника по краю села. Человек, если нуждается в чем-то, ему надо все равно как-то заходить, но надо к заповеднику идти. Сейчас условия после войны тяжелые. Люди еле-еле так выживают, себе продукты на зиму не могут некоторые заготовить, чтобы хватило. А еще с этим заповедником я обращался несколько раз, Абхазлес. Вот раньше, сразу после войны, она называлась Министерство лесного хозяйства. Несколько раз заходил, писали просьбы, бумаги. Привезли, один раз прислали бумагу только на Дуг, на 150 километров. Это, в общем, мало. Давно. Это было 3 года назад. Там одну ошибку тоже сделали, написали лесхоз. С территории лесхоза мы не можем взять. У нас нет таких условий, чтобы оттуда доставить. Потом вот остальные дранки, чтобы делать, крышу накрыть, это тоже только в лесхозе такой нету пихты, чтобы делать дрань. Она находится в заповеднике. Это тоже надо дерево выбирать, которое колется ровно. Ну, брали немножко, потом началось, сюда приехала инспекция экологии, присылали мне претензионные письма. Было там, и ничего не получается.
Вот аэропорт кончается поляна, здесь заповедник уже. Нельзя туда заходить, ничего рубать. С этой стороны тоже. Поле кончается, тоже заповедник. И так со всех сторон мы зажаты. Где раньше люди жили, сейчас эта территория тоже в заповедник отходит. Где пастбища были, скот выходил, тоже заповедник. Раньше люди жили, все заросло и зарастает кустарником. Лес сильно растет. А вообще кто-нибудь пытается вам помочь, интересуется вами? Никто нам в этом деле не хочет помогать. Какие Я был в инспекции экологии, несколько раз разговаривал с Романом Дбар. Вот. Он понял все проблемы наши, понимает, но один он не в состоянии нам помогать. О проблемах школы говорит директор школы Курков Анатолий. Ну, проблемы школы такие у нас. Вот самое главное, что спецкадры у нас, в принципе, специалисты, так вот, если математика у нас нет, в принципе, русский у нас, мы выплываем сами, у нас гуманитариев много, а вот математика, физика — это проблема. Ну, еще что, сама школа в аварийном состоянии, ну там уже силами родителей поддерживаем, так, чтобы не развалилась до конца. Ну а так что еще? Учеников у нас на будущий год добавляется. Было вряд ли. Да, вот первый класс уже вот 7 человек. Даже старших меньше, вот, чем малышей. Начальных больше. Школу новую обещают, да? Там, или Нет, вряд ли кто-то обещает нам новую школу. сами должны? Это только сами. Сейчас на А кого-то надеюсь. книги кто вам? Ну, учебники все равно родители сами достают, как могут. Ну, в прошлом году вообще, в принципе, новых учебников не получили, что родители достали. Но в этом году обещают нам. Правда, заплату будут, ну, родители согласны, лишь бы были. В центре Псхо выросло красивое здание. Это церковь, созданная по подобию Михайловской церкви. Строительство ее заканчивают. Внутри уже много старых икон, в основном XIX века. И все иконы от мирян. Псхо было обиталищем для бежавших от революции 17 года монахов. И часть монахов Новоафонского монастыря также нашла здесь приют. Они находили пещеры для устройства келии. В строительстве помогают нам, в общей сложности ведет село. Помогает нам в том числе Москва. Вот все такие доставления крыши, вот эти и церковные изделия, а все помогает это Москва. Вот. Ну, в том числе и Виссарион. Виссарион, чем он помогает? Ну, вот сейчас, например, мы взяли солдатиков на помощь. Он немножко нам, в том числе и это, помогли, ну, как бы продукты немножко. А служба ведется здесь давно, да? К Пасхе как раз мы открыли. Хоть недостатки, но тут уже совсем другое. Все это принадлежит Сухуми, под руководством Виссариона. А здесь служат у нас в данный момент Серафим служит, но в дальнейшем готовится сюда батюшки. Вот именно на это, потому что это посещает? да, полностью население. Праздники 2 на 10, он опускается сюда, и это все это идет. Псховцы поражают чистотой и аккуратностью во всем. Чистота и в маленькой больнице. Правда, катастрофически не хватает лекарств и медикаментов, да и санитарных вертолетных рейсов для рожениц почти уже не бывает. А псховцы здоровые и ловкие, и еда у них из натуральных продуктов. Правда, нелегко высоко в горах заниматься хозяйством, когда 6 месяцев в году лежит снег почти до 3 метров. А растительность здесь богатая. Растут яблоня, груша, кизил, и встречаются обширные буковые леса. Со всех сторон сюда стекает множество речек. Основная река Псхо – это Агурипста, которая впадает в Бзип. В
устье рек Баю и Егурипста начинается владение горы Иналкуба. Именно с этой реки Баю начался наш неудачный поход. Наши съемки испортились, потому что на горе находится святыня Иналкуба, обиталище древнейшего языческого божества. Мы провинились, невольно нарушив неприкосновенность горы, называемой святилищем семи святилищ Абхазии. На пленке кассеты появились 7 ужасных полос, и в итоге мы не сможем показать эту необыкновенную конусообразную гору и все те горы, где когда-то происходили исторические для Абхазии события, потому что со всех вершин этих гор видна святыня Иналкуба. По словам Николая Джанашия, жертву святыни Иналкуба приносили владетели Псхо, князья Маршань и все те абхазы, которые когда-либо жили на Псхо Дал-Табал. Аногмов сообщает, что Иналкуба – это могила Инала, родоначальника кабардинских князей. Он пишет: после покорения Абхазии, находясь на Бзыпе для заключения мира с абхазскими племенами, он по окончанию всех дел умер смертью праведника. Тело его похоронено в упомянутой земле, и могила его, известная до сих пор, носит название Иналкуба. Это Святая гора, по-нашему называем, что это Святая гора. И там всегда жертвоприношение делали абхазцы. Они приезжали из Кшлову, с Гудаут. Вот когда я в детстве маленькая еще была, и то помню, мы в школу бежали, у них 2 барана всегда были. И козочку или козлика, вот не знаю именно кого, но тоже были. Резали там. Допустим, сколько-то режут на стол, а 2 или 3 пускали на волю. И желательно было, конечно, чтобы не девочка, не женщина, а мальчик или мужчина поймал этого барана, жертвоприношения, чтобы домой забрал, живым. А кроме того, стол у них накрывает. И вот кто проходит, они всех там кормят. С таким удовольствием, но никого не пропускали, чтобы мимо прошли, не поевшие, не посидеть за этим столом. Там они свечи жгут, там свои молитвы они читают. Ну, старше, конечно. На абхазском. Да, на абхазском языке все это говорится. Женщин там не бывает, только мужчины. Ну вот. Давно это происходило, да? Это происходило уже до войны, вот абхазско-грузинской войны буквально происходило. Да. А на этой горе охотиться нельзя, потому что это святая гора. Там увидишь дичь, вот медведя или козулю или что, просто полюбоваться можно. Там есть несколько источников, которые выходят под этой горы. Вот это источники у нас как живая вода. Вот кто болеет, да, кто болеет, допустим, мы ходим в этой воде, нужно окунуться полностью. Можно, да? Да, она очень ледяная, но от нее не заболеешь. У слияния рек Баю и Бзык нашли развалины крепости. Она находится между хуторами Серебряной и Ригзы на высоком мысу. Кругом спуск и лес, только слышен шум воды. Крепость относится к 8-10 векам. Ворота крепости северо-восточные, ширина до 1,5 метра, имели снизу каменный порог и охранялись сторожевой башней. Внутри двора видны развалины ряда сооружений, среди которых есть храм. Стены храма возведены из камня и кирпича, а кровля имела черепичное покрытие. Огороженное стенами пространство представляет собой ровную площадь размером до 1,5 гектаров, покрытую густым буковым лесом. Крепость контролировала дорогу, идущую с Анчарского перевала, то есть защищала вход в Псхо. В случае прорыва врага к самому Псхо, его жители могли укрыться на этой территории. Жители Псхо были свободолюбивые горные жители.
и независимое вольное общество Горной Абхазии Псхо, Далта, Бал-Аибга продержались до 1864 года, и крепость действовала, по имеющимся сведениям, именно до 1864 года. На реке Агурипста находится гробница II века до нашей эры. Это каменная родоплеменная гробница Дальмен. Эта гробница была закрыта, я думаю, она была закрыта сверху, даже наверное, камнями, скорее всего. А потом они искали тут что-то, они это раскрыли, раскопали. И это тоже там искали, думали, наверное, что это было золото или что-то еще. Но эти самые такие гробницы, они же во время каменного века были сделаны. Вот. Ну, а во время каменного века не было золота там, такого там не могло быть, могли быть только каменные орудия. Вот, так что они могли носить каменные топоры, там, или что-нибудь такое, орудия такие каменные. Длина боковых стен дольмена около 3 метров. Недалеко от дольмена древние фамильные могилы. Среди насыпи культовый камень Менгир. Это каменный столб высотой более 1 метра. В каменной гробнице, вероятно, был похоронен вождь племени. Люди жили в этой горной долине непрерывно несколько тысячелетий и, как известно из истории, оставались независимыми. После того, как в 1859 году Шамиль сложил оружие, убохи и западноабхазские племена садцев еще 5 лет оказывали сопротивление царским войскам. Завершая покорение Кавказа, в долину через перевалы Санчарский и Дол вошли русские войска. Последний бой псховцев с ними произошел высоко в горах в долине реки Грыбзы. Псховцы бились отчаянно, но 21 мая 1864 года Кавказская война завершилась парадом русских войск на Красной Поляне. После поражения псховцы подожгли свои дома, взяли с собой горсть родной земли и навсегда покинули долину. В верховьях реки Бзып Псхо покинуло до 5000 человек, Убухи 45 тысяч и Садзы до 20 тысяч человек. 20 лет простоял русский гарнизон в этой долине, но потом бежал от малярии, изолированности и непривычной природы. Так опустела эта древняя страна, исчезла жизнь и замурованы все звуки, и только как видение доходит до тебя милая семейная речь, отголоски ушедшей больше века назад жизни. Новое открытие Псхо состоялось в 1930 году. До этого здесь проживали абреки и монахи. А в 1942 году гитлеровцы заняли Псхо и вышли к перевалу Дол. На аэродром садились вражеские самолеты. Фашисты расстреляли многих мирных жителей, но созданная санчарская группа войск 8 сентября выбила врага из Псхо. Тяжелые бои шли на всех господствующих вершинах. В центре селения братская могила. Там захоронены те, которые в труднейших условиях горной войны не пропустили врага через горы. А в 1949-52 годах началось опять выселение. Выселяли с этих мест в село Охурей в Новый Афон. В итоге сегодня в Псхо жителей совсем мало. В некоторых хуторах даже по 1-2 человека, и нет абхазцев. И только их следы говорят о том, что жили они в этой благодатной долине в течение 3000 лет, а природа, красота и неприступность этой долины неприходящие. В
Когда осталось произнести последнюю фразу, думаешь, все ли удалось рассказать? Возможно, почти ничего. Время неумолимо движется вперед, и немногим дано передвинуть стрелку часов вечности назад и посмотреть, что же представляла все же страна Псху, допустим, несколько веков назад. А целый космос был нарушен, исчезли с родных мест целые племена, и история Псхо не то заканчивается, не то продолжается. А теперь, дорогие телезрители, на этом мы заканчиваем свой рассказ о селе Псхо. В следующий раз мы встретимся на самой высокой горе Кадурского хребта, на горе Хаджал. Всего доброго и до встречи! Абзирашымыз, ихаҳхалоит Кәыдрытәи ахреиб ркырц иреиҳаӡоу ашьха Хәаџьал. Уахь ҳхаргалеит Хәаџьал аԥшәмацәа Тҟәарчалаа. Ҳамҩаԥыргон Абчараҳ Анатоли Гәарамиа иҩызцәеи иареи. Уи абжьуаа еицырдыруа уаҩуп, ахьӡ имоуп ашәарыцаҩ бзиа ҳәа. Ҳдырраҭара алагамҭаз иҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп, абас пату ҳақәҵан ҳамҩаԥызгаз зегьы. Хәаџьал даара ишьхаԥшӡоуп, аха уи аӡагьы иагәыҵаҵахны иамоу рацәоуп. Ҳхаҭагьы ҳаигәырӷьан ишҳарбоит ашьха Хәаџьал. Аалӡга аӡиас Хәаџьал асыԥсақәа ирыҵыҵуеит. Абахәқәа ирхыҽҽаны инеиуа арҩаш маҷқәа еицылан, хланҵы аҩхаа иазцоит. Абас ииуеит аалӡга. Ари аӡхаҽы аалӡга ҟәыҵәақәа ируакуп, уи аҟармара иалсуеит. Аалӡга ацәаӷәац еиԥш иҵакны аус анадыруазгьы, аҭаӡхаҽҽақәа шәахха зқьеимхәыцла аҩхаақәа ирҭаҭәон. Ирҳәоит, шьхацан зны арҭ акәарақәа руак аӡыр змыкәа иагеит ҳәа. Уи нахыс ӡырзга акәараҳәа ахьӡхалеит. Аҟармарантәи амҩа Хәаџьал аихалоит, макьана ара абнара аҳра ауеит. Аха ара ишубо еиԥшгьы мариаӡам аныҟәара. Аминақәа ахьыҵоу дырбоит аҵла ршьапқәа иркыду аӷәыцәмаҟьақәа. Аԥсны иахьатәи аҳәаа абарҭ ашьхақәа ирҿысуеит. Армарахь ҩнызқьи аашәижеиз аметр аҳаракыраҿ ицәырҵуеит ашьха акиба. Ахьӡ ԥсышәоуп, аха иара агырқәа ирышьхоуп. Ара ҳашьхараҿ аԥхынраз амра кажжы иԥхоит, аԥхын иасакьаҳәымҭоуп. Џьарак ҩыџьара адгьыл ахьааԥшуа, арҭ аҭыԥқәа ирымадоу араса цәырҵуеит. Так.
Куйкуба территория, 8 шахтов везду. Абра я буду отглить в шуа, раз какой-то. Отглата, 8 шахта, абра куну яхяс. Ехала козам, терзин, янков, мамзар, богатство, зигихит, Европ, орчал шахта Дуква, зигилова будет. بخشنجارة أزكي بيشميت رحرقوب عشت ذكرلا يخرب عقزتك أحزمي خمسة تشنا بخشنجارة بحبشخ واقع بحبشخ كتا إيززود الزخ وي إيونا شويت أبسواي أجر كيرحا الزخي نركنا نقدري ردقلوب أرخ حرا يحبسات قلوب الزخي خطا حزشا زدوب حامي بقيتها إزلار حوالا وعن زورت برخرا أريد بحبشقن ديايوان وجو أزغي خبر أغم بخشنجارة أشخكوا أكيبي خجالي إيماندويد وخيو خالو خجالة الشارون تبشويد أبران بيالغويد خجالة بكوي أريوشكوي آخركوي أران بيوبود أشخوا أرتبكوي يلا شعبي وابزيرو شمشخاطة بزيرلا فيك شواش خالب خشمان وابزيرو شمس دقيه خجال دوب أبري خجال خجال هايزشتو أبريان خطوب أراخ هندوبو وبرينايو سنبريه وساخة بشر حين يحز خبشوه أبريو يقال نش ختام يس مزيكوار يسي حمو أبريو بس أري أشام حارة أتسخ ناو تبشل قبلي يجي وبريشام هو بخ برو وبرينايو سنبريه تب يلاريون الخوص عشر إيه الخوص أبراك ونجيت يخبلو زبري نرشا خص أبري زيك دريتن أبري بابا لخزو أبري أشخ أنا سانتيفيكو أمني أشير أسرع نا حز كنت أراخي أشام حرا أجي تش شاوزلي لخي يا أبار خجالة سبسكوي رزتو أريوش كوجي عشتكو أرد قبلنا إركو بتخششكوا أرتاريوشكو زكي ألبا أهلتك ياللويد خجال أريوش نرتش إقلوب أهل سرساني يتب واقع حبخويد ويرخ جتنا تاخسار خيتلويد يا يكرشن أري قلوب جرت أتبكوجي يلا شعبي خسا أيوة فقط عاش خلب عاد قلب خشيشي تاع قلب رجل صار رجل نياس يا حياة بدرجة كورغة وشوت سوا عبري خدشة فالساز هالب خمسة تاش تاع شرا شخوتشكواش خنا زاد شي بابو خسدان صاش خيزات عايور يزيغ ونشي خيزات حبسنرانا خناقاز بويد حرا حبري حنا خنيكاخا حل تضاوب خرجات انصعشاز انصاصرهوت اما ان شاء الله شيشيتات أريد خرجال أرش خوب أرتاش خكوي رجانا خشتا أشرتيتا أش خكوزجي أبش مصرمن وجي حيماتي خيتوا وس أبسط شخيك تزاق خبيخة أش خكورن خت أشن تخجلو أش خكورن خت أول بشها خندن زوزجي أبس وخت كرموب أبس وتبانيم كن خت أبسنها أنتدجي ويخالد أكيبا بخشنجارة بشكبسارة أيشكوا بقولزتو إركزاشرة خجال كم حرة أكلامرة إرجسنا وجو خجال آخر خالص حويتوب هاري الخطة دي وجه حد تبشون مرتفع أكيد بحيشتو أجر كوا برج أجر كوا قلنا قالا وجه خيافتو ويدعته هاري خون خطة وسجى تا حشت فتريال كويتوب شو ويا ناس عشنا ويا عبد الرقم خجال ريحاش خبق خجال أبري خجال دي حواش خا أبري رار يشخار يحكنا في عدن أجري خجال هي حركة روب يتبارب يجي من شلوب حابة صح حبدود صح حواي لا راش رص يدقم برك وعبزيك أبريش خاربيا دقي أبريا جامل دقي حضر باز دقي أبريا أبري خجال دو أبريا أيوان الشارع عام تفزيان نفذ جد حبدود فأبري خط إنسان كم حرخش تقول حشت فتريا خطوب وبراك يتصنع ريا عقلة دوم حش خبزين يحيب شتار وباش تقاوي هوب
بصبارة شغالة يحيب شتني بصرانيو أبريكي بيستو. أنا على قطر أكتر قلت حاج كنت شيء بشراني خالنا فرجي أريو شتا أني مستي شنطلو بيحفو ده بيحفو مستي شنطلو أها عبرا بخشن جراح عبرا عرخ دود ذاكو عبري يجبا قوي يقوش بود عش خبري في جني يا تراختر وخاقلنا براتها إيه خصنا أطرخنا أطلت كنا قريلك نصحر حبسوا أبقى أنتيات هاي هذه مقص أدراني سيلكا تارجي برخيت ناس عم يبكيت وجو دار في عزمة بس بيتصن يعني ورشلاص نجرجيت تنا سليرك عجنا برا تراكتور برتتنا هو سرمان هاي باشتي برا دراشن شا بقاش أتصدر يجيب لي شو بس خان سريز بس هو بس ناسير خنا تاي نرص نبرا أكسيز بوليت ليش نعم تتربى جد كتوروخي سالها صحيحة بس شا ثلاث سنة بجاجس كده بسير بيسير أبي خجا وجد أجل الخيا كنت خطر خولي نعوز خرشلاي عرش عيركنا برا فيزكز خجاوت أبي خجا أجر كير مركويا لقيت وبس خنجة صوت رفع عن الهدورية وجه حربي ييتسو خانا قدرنا تاجي حبة خانم زي عرب بيعنا